Столкновения на границе у поселкового совета Ворух продолжаются. Застрелен еще один гражданин Таджикистана, 37-летний Рафоудин Тешаев. Еще двое местных жителей ранены. В каком они состоянии, пока не сообщается. Количество пострадавших с таджикской стороны превысило 20 человек. Большинство пострадали от камней. В единственном официальном комментарии таджикских пограничных войск в приграничном инциденте прямо обвиняют гражданку Кыргызстана Розу Усарову, председателя Кишлачного совета Оксой Баткенского района. В Таджикистане полагают, что именно ее действия послужили поводом для конфликта. Она якобы хотела незаконно захватить участок земли у кишлака Ходжиало. По мнению таджикских пограничников, именно Усарова постоянно провоцирует на беспорядки жителей с обеих сторон границы. А поводом для столкновения, по их же версии, послужила мирная акция протеста жителей Таджикистана против строительства кыргызстанскими властями дороги Кокташ-Оксой-Тамдик, которая частично должна проходить по спорным территориям. В официальном заявлении таджикской стороны говорится о неправомерных действиях кыргызстанских пограничников. Те якобы сначала открыли огонь по жителям Таджикистана, а затем перекрыли таджикскую автодорогу и взяли в заложники 30 таджикистанцев. Единственной стороной, по мнению таджикских пограничников, применившей силу в этом конфликте, называется Кыргызстан. На любительском видео, снятом с таджикской стороны, видно, что местные жители с обеих сторон границы забрасывают друг друга камнями. На территории кишлака Ходжиало Джамуата Чоркух со стороны граждан Кыргызстана применено охотничье оружие, в результате чего гражданин Таджикистана Хакимов Хусейн, житель участка Сомоньон Джамуата Чоркух, получил ранение в области сердца, от которого скончался в больнице. Также получил ранение в бедро старший участковый лейтенант милиции Авеззода Саид Шариф. В область головы ранен гражданин Ахтамов Максаджон, житель села Тагисада. В ногу ранен Аюбов Рахим, житель села Ходжиало Джамуата Чоркух. Житель участка Муминабад Джамуата Чоркух Сохибов Рахмониддин получил травму от ударов камнями. Неразмеченная линия границы между двумя странами является причиной всех бед, заявляют таджикские эксперты. Конфликты из-за спорной земли возникают регулярно со времен распада СССР. Но Кыргызстан не заинтересован в решении этого вопроса и не признает документы от 1924 и 1929 годов. В них указано, что 78 тысяч квадратных метров спорных земель принадлежат Таджикистану. В советское время между республиками не было границы. Было только административно-территориальное деление. Так как у нас была общая граница, а у них было меньше аграрных земель в районе, они обращались к местным властям. Власти, в свою очередь, выпускали приказ о выделении определенного участка – 100-200 гектаров для посадки. А кыргызы строили там дома. Потом появились и больницы, и школы, и прочее. Сейчас вылезли все эти проблемы, а кыргызская сторона не верит в предоставляемые документы о том, что это таджикская земля. В настоящее время обстановка на границе Ворух-Оксой стабильна и находится под контролем пограничников двух стран, заявляют в таджикском погранведомстве. В данный момент продолжаются переговоры о возвращении жизни в мирное русло. Версия пограничной службы Кыргызстана обратная. Там заявили, что провокация была первоначально со стороны жителей Таджикистана. Дарья Тимофеева собрала все сообщения о конфликте с кыргызстанской стороны. Информацию о конфликте на кыргызско-таджикской границе сегодня заслушали в парламенте. Силовики отчитывались перед депутатами в закрытом режиме, без прессы. Ни одного официального сообщения до вечера не было ни на сайте правительства, ни на сайте пограничной службы. Пограничники давали комментарии по телефону и периодически присылали пресс-релизы. Реакция от президента последовала к концу рабочего дня. Известно, что в Баткенской области на месте происшествия находится вице-премьер-министр и глава пограничной службы Кыргызстана. Ведутся переговоры с таджикской стороной. Только после их завершения в правительстве готовы дать полный комментарий. По данным пограничной службы Кыргызстана, конфликт разгорелся накануне днем. Причиной стало строительство объездной трассы Аксай-Тамдык Баткенского района. Около 15:30 жители анклава Ворух перекрыли дорогу, требуя не возобновлять строительные работы. Около 200 человек из приграничных сел Кыргызстана и Таджикистана собрались на границе и после словесной перепалки начали забрасывать друг друга камнями. Этническая составляющая этого конфликта – это самая опасная составляющая. Я думаю, что вот то, что сейчас молодые ребята из нашего и таджикского сел вышли вот такими большими группами, это говорит о том, что в той среде всегда присутствует возможность возбуждения этих людей. То есть они уже настроены на это, чтобы по первому сигналу выйти и начинать
противостояние. Спустя 3 часа на место прибыли пограничники. Градус накала удалось снизить ненадолго. Вскоре население перекрыло проезд с обеих сторон границы. К 8 часам вечера ситуация обострилась. Как сообщало погранведомство Кыргызстана, граждане Таджикистана подожгли сарай жителя села Артабоз Баткенского района. Официальные органы заявляли об одном раненом кыргызстанце. К полуночи ситуацию, по сообщениям ГПС, удалось стабилизировать. Люди разошлись. Главы МИДа Кыргызстана и Таджикистана переговорили по телефону. Посол Кыргызстана в Таджикистане Джаныш Рустембеков прокомментировал инцидент на границе. Мы должны построить эту дорогу, она находится на нашей территории. Мы не заходили на чужую территорию. Я думаю, что все будет нормально. На днях я встречусь с президентом Эмомали Рахмоном. На встрече будем обсуждать ситуацию. Сегодня утром сотрудники милиции перекрыли дорогу Ош-Исфана. На месте скопились несколько сотен автомобилей. Местные жители оставались все время по обе стороны границы. Около 4:30 ситуация вновь обострилась. Послышались выстрелы в воздух. Корреспондент кыргызской службы «Радио Свобода» с места событий сообщил, что таджикские военные открыли огонь по кыргызстанцам. В результате 1 человек ранен. Найти вариант, который бы удовлетворил все стороны в полной мере, невозможно. Значит, необходимо искать взаимные уступки. Надо рассчитать выгоду и ущербы, которые каждая сторона получит. Люди, которые должны принимать решения, они должны быть настроены на принятие этих решений, несмотря ни на какие те последствия, которые могут с этим возникнуть. Но это вот распространение разных слухов. Обычно это отдал, продал, и на этом он нажился. В половине 6 вечера пресс-служба президента сообщила, что состоялся телефонный разговор между Сооронбаем Джейнбековым и Эмомали Рахмоном. Приблизительно в это же время созвонились и премьер-министры двух стран. Стороны договорились провести совместное тщательное расследование конфликта и принять все необходимые меры, чтобы не допустить усиления напряжения на границе. Этому конфликту уже почти 100 лет. Акрам Абдукахор расскажет о его причинах, начиная с рассвета советской власти до дня сегодняшнего. Корни нынешнего конфликта уходят в 20-е годы прошлого века. Тогда советская власть в рамках политики национально-государственного размежевания Средней Азии решилась начертить границы в крайне сложном по национальному составу регионе – Ферганской долине. Еще тогда раздробление культурно-экономически цельного региона между новообразованными советскими республиками спровоцировало многочисленные протесты местного населения. Границы чертили с 1924 по конец 1929 года. Для этой цели в составе Среднеазиатского бюро Центрального комитета рабоче-крестьянской партии и большевиков был создан специальный территориальный комитет. Этот орган при размежевании использовал статистику еще Российской империи и совсем неточные данные переписи 1917 года. Эти ошибки и заложили основу межэтнических конфликтов в Ферганской долине. Нынешние разногласия по поводу спорных участков на Баткенской и Сагдийской линии таджико-кыргызской границы усугубляют еще и карты разных лет. Как Душанбе, так и Бишкек для урегулирования пограничных споров в качестве аргументов выдвигают административные карты 30-х и 50-х годов 20 века. В первом случае таджикский Ворух территориально не отделен от основного Таджикистана, а уже на картах 56 года Ворух выделен в анклав внутри Кыргызстана. Первый документально подтвержденный межэтнический конфликт из-за земли был зафиксирован еще в декабре 1974 года. Тогда на локальном уровне власти ввели чрезвычайное положение и впервые создали спецкомиссию для урегулирования земельного вопроса. Второй раз конфликт разразился летом 1989 года. Тогда и прозвучали первые выстрелы. Власти ввели комендантский час, а для урегулирования направили своего представителя из Москвы. В том же году к обсуждению локального конфликта приступили первые лица, тогда еще советских Кыргызской и Таджикской СССР. Баткенская встреча первых секретарей закончилась безрезультатно. Проблема спорных участков по наследству перешла к независимым республикам. Самый крупный конфликт за последние 20 лет произошел в январе 2014 года. Тогда из-за строительства кыргызской стороной объездной дороги Кокташ-Аксай произошла перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. После инцидента стороны решили заморозить все строительные работы на спорных участках. С того момента на данном участке границы регулярно происходили различные конфликты местных жителей. К счастью, в основном они заканчивались быстро и без человеческих жертв.